Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – квадратичная функция и ее график. Сегодня мы научимся строить график квадратичной функции вида y равно ax квадрат плюс bx плюс c, где a не равно нулю. Также мы научимся определять свойства квадратичной функции и использовать это умение при решении задач. График квадратичной функции можно построить несколькими способами. Один из способов вы уже знаете. Давайте повторим его. Ставьте пропущенные слова в утверждение. Сравните свой ответ с образцом. Установите соответствие между функциями и их графиками. Сравните свой ответ с образцом. Установите соответствие между параболами и координатами их вершин. Сравните свой ответ с образцом. Ребята, а знаете ли вы, что квадратичная функция и ее график парабола находят широкое применение в жизни и в науке? Одним из важных практически применимых свойств параболы является ее оптическое свойство. Оно заключается в том, что пучок лучей, параллельных оси параболы, отражаясь от ее сторон, собирается в фокусе. И наоборот, свет от источника, находящегося в фокусе, отражается параболой в пучок параллельных ее оси лучей. Поэтому в параболических устройствах исходящий поток лучей более мощный и направленный, а входящий более точный и емкий. Это свойство параболы люди научились использовать и применять во многих устройствах. Например, солнечные параболические печи используют для приготовления и разогрева пищи. А большую солнечную параболическую печь во Франции, которая собирает концентрированную солнечную энергию для получения высоких температур до 3500 градусов по Цельсию, используют для расплавки стали, выработки водородного топлива, электроэнергии, наноматериалов. Параболические антенны и микрофоны на сегодня являются самым мощным вариантом для приема сигнала. Параболические рефлекторы и отражатели применяются в разных сферах деятельности человека, так как имеют преимущество перед другими их видами, позволяют управлять светом различными способами. Параболические солнечные электростанции на сегодняшний день одна из наиболее перспективных энергетических технологий. Например, в пустыне штата Калифорния в 80-е годы 20 века было сооружено 9 электростанций на параболических концентраторах с суммарной мощностью 354 мегаватт. Еще одно практически применимое свойство параболы заключается в том, что поверхности на основе параболы являются линейчатыми, то есть их можно получить при помощи прямых линий. Это свойство повсеместно используют в строительстве зданий и сооружений. А параболические арки представляют собой эффективный метод нагрузки, поэтому их можно найти в мостах и в архитектуре в самых различных формах. Ребята, попробуйте себя в роли исследователя, рассмотрев и проанализировав направление применения свойств квадратичной функции и ее графика параболы. Давайте научимся строить график квадратичной функции, заданной в виде y равно ax квадрат плюс bx плюс c, где a не равно нулю.
Существует четкий алгоритм действий при построении графика квадратичной функции. Рекомендуем всегда следовать этому порядку действий. Тогда вы сможете избежать ошибок при построении параболы. Чтобы было проще понять этот алгоритм, разберем его на примере. Построим график квадратичной функции y равно x квадрат минус 10x плюс 24. Определим направление ветвей параболы. В нашей функции коэффициент а равен 1. Так как а больше нуля, то ветви параболы направлены вверх. Найдем координаты вершины параболы. x0 равно 5, y0 равно минус 1. Выпишем полученные координаты вершины. Точка А с координатами 5, минус 1 – вершина параболы. Отметим вершину параболы на системе координат. Проведем через отмеченную точку ось симметрии параболы. Найдем нули функции. Запомните, нули функции – это точки пересечения графика функции с осью ОХ, осью абсцисс. Наглядно нули функции на графике выглядят так. Чтобы найти нули функции, нужно в исходную функцию подставить вместо y 0. Подставим в заданную функцию y равно x квадрат минус 10x плюс 24 вместо y 0 и решим полученное квадратное уравнение относительно x. x1 равно 6, x2 равно 4. Мы получили два корня в уравнении. Значит, у нас две точки пересечения с осью ОХ. Назовем эти точки и выпишем их координаты. Отметим эти точки на системе координат. Найдем дополнительные точки для более точного построения графика. Возьмем 4 произвольные числовые значения для x. Для каждого выбранного значения x рассчитаем y. Запишем полученные результаты в таблицу. Мы получили 4 дополнительные точки для построения графика. Отметим полученные точки графика на системе координат. Теперь мы готовы построить график функции. Соединим точки плавной линией. Не забываем после построения подписать график функции. Заполните таблицу, найдите координаты вершин и осей симметрии для квадратичных функций. Сравните свой ответ с образцом. Установите соответствие между функциями и их графиками. Сравните свой ответ с образцом. Так как парабола обладает множеством свойств, в том числе оптическим и геометрическим, то существует масса альтернативных способов ее построения. Посмотрите на способы, представленные на экране. Построение параболы путем сгибания листа, как следа от карандаша, как огибающий при вышивании и как нити с бусинами. Ребята, попробуйте себя в роли исследователя, рассмотрев и проанализировав альтернативные способы построения графика квадратичной функции. Опишите краткий алгоритм выбранного вами способа построения, необходимые материалы и то, на каких свойствах параболы он основан. Ребята, а знаете ли вы, что парабола – универсальная траектория движения. Ведь по параболической траектории часто двигаются люди, предметы, брошенные под углом к горизонту, животные, струи воды, бьющие из фонтана, некоторые космические тела и мельчайшие частицы. параболическая траектория движения часто встречается в спорте. Так как по параболической траектории двигаются люди преимущественно при совершении различных видов прыжков, то ее можно встретить в таких видах спорта, как прыжок в длину, прыжок в высоту, прыжок с шестом, бег с барьером, прыжки в фигурном катании, в спортивной гимнастике, в балетном искусстве. Так как по параболической траектории двигаются и предметы, брошенные под углом к горизонту, то параболу можно встретить в следующих видах спорта: метание диска, футбол, баскетбол, теннис, стрельба из лука, волейбол, гандбол.
Давайте, используя умение строить график квадратичной функции, решим задачу о спорте. Мяч, запущенный баскетболистом, летит по траектории, заданной уравнением. Определите, попадет ли мяч в баскетбольную корзину, построив график данной функции. Сравните ответ с образцом. Выполним задание. Определите свойства функции y равно x квадрат минус 10x плюс 24 по ее графику. Первый пункт. Найдем область определения функции. Запомните, область определения функции – это множество всех допустимых значений аргумента x. Область определения функции обозначается d от y. Для того, чтобы найти область определения, мысленно проецируем каждую точку графика на ось ОХ. То есть анализируем абсциссы точек и видим, что они занимают всю ось ОХ. Значит, область определения нашей функции от минус бесконечности до плюс бесконечности. Второй пункт. Найдем область значений функции. Запомните, область значений функции – это множество всех ее значений, которые она принимает при переборе x из области определения, то есть множество всех значений y. Область значений функции обозначается e от y. Для того, чтобы найти область значений функции по графику, мысленно проецируем каждую точку графика функции на ось OY, то есть анализируем ординаты точек графика. И видим, что ординаты точек занимают на оси OY промежуток от минус 1 до плюс бесконечности. Значит, область значений функции от минус 1 до плюс бесконечности. Третий пункт. Найдем точки пересечения графика с осями координат. Эти точки очень легко увидеть и определить по графику функции. От вас потребуется только правильно написать координаты точек. Координата по оси ОХ ставится на первом месте, координата по оси OY на втором месте в скобках, обозначающих координаты точки. Точки пересечения графика функции с осью ОХ называются нулями функции. На нашем графике это точки с координатами 4, 0 и 6, 0. Точки пересечения графика функции с осью OY называются нулями аргумента. На нашем графике это точка с координатами 0, 24. Четвертый пункт. Найдем промежутки знака постоянства функции. Запомните, промежутки знака постоянства функции – это значения всех x, при которых функция принимает положительные или отрицательные значения. Чтобы найти промежуток, на котором функция принимает положительные значения, посмотрим на нашу параболу и найдем те ее ветви, которые расположены выше оси ОХ. Для того, чтобы определить промежутки, проецируем каждую точку данных ветвей на ось ОХ, то есть анализируем абсциссы точек ветвей, расположенных выше оси ОХ. И видим, что y больше нуля при x принадлежащем от минус бесконечности до 4 и от 6 до плюс бесконечности. Чтобы найти промежуток, на котором функция принимает отрицательные значения, посмотрим на нашу параболу и найдем ту ее область, которая расположена ниже оси ОХ. Для того, чтобы определить промежуток, проецируем каждую точку данной области на ось ОХ, то есть анализируем абсциссы точек области, расположенной ниже оси ОХ, и видим, что y меньше нуля при x принадлежащем от 4 до 6. Пятый пункт. Промежутки монотонности. Запомните, промежутки монотонности функции – это значения всех x, при которых функция возрастает или убывает. Чтобы найти промежутки возрастания, представим, что по рельефу графика идет человечек. Та область графика, на которой человечек поднимается в гору, и будет являться областью возрастания функции. Для того, чтобы определить промежуток возрастания, проецируем каждую точку данной области на ось ОХ, то есть анализируем абсциссы точек области и видим, что промежуток возрастания функции от 5 до плюс бесконечности. Чтобы найти промежуток убывания функции, вновь представим, что по рельефу графика идет человечек. Та область графика, на которой человечек спускается с горы, и будет являться областью убывания функции. Для того, чтобы определить промежуток убывания, проецируем каждую точку данной области на ось ОХ, то есть анализируем абсциссы точек области и видим, что промежуток убывания функции от минус бесконечности до 5.
Наибольшее и наименьшее значение функции. Наибольшее значение функции – это самое большое значение ординаты. На графике это самая высокая точка. Наибольшее значение функции обозначается max y. Так как график нашей функции – это парабола, направленная ветвями вверх, и ветви параболы устремляются бесконечно вверх, то самой высокой точки графика в данном случае не существует. Значит, у нашей функции не существует наибольшего значения. Наименьшее значение функции – это самое маленькое значение ординаты. На графике это самая низкая точка. Наименьшее значение функции обозначается min y. Так как самая низкая точка на графике имеет ординату -1, то наименьшее значение функции равно -1. Ребята, запишите домашнее задание и ответьте на вопросы рефлексии. Ребята, сегодня мы научились строить график квадратичной функции вида y равно ax квадрат плюс bx плюс c, где a не равно нулю. Узнали свойства квадратичной функции, а также научились применять знания этих свойств при решении задач. До свидания, ребята!